Соңғы уақытта балаларға қатысты зорлық-зомбылық жиі орын алуда. 12 жастағы қызда жарты жыл бойы зорлап келген дейді. Мұнда жәбірленушілердің ең жасы небәрі 11 айлық бөпе. 36 жастағы ер адам 13 жастағы қызын 1 жыл бойы жыныстық қатынасқа итермелеп келген. Өздерінен үлкен жастағылардың түрлі сексуалды қысым көрсеткені жайлы айтуда. Вы утром встали, позавтракали, целый день на работе, вечером пришли, поужинали, душ приняли, легли спать, думаете, уф, закончил. Знаете, что за это время в Казахстане 3 детей уже изнасиловали. Потому что педофилы – это очень успешные бизнесмены, это хороший семьянин бывает, у них развито психологическое чутье, умение работать с детьми. И знаете, ребенок просто как зомби идет. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтеріне сәйкес 2020 жылы зорлау бабы бойынша 226 қылмыс, жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері бабы бойынша 169, 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынаста болу немесе жыныстық сипаттағы өзге де әрекеттер бабы бойынша 322, жасөспірімдерді азғындау бабы бойынша 113 жағдай тіркелген. Прежде всего, в Казахстане права детей не защищаются Конституцией Республики Казахстан, где непосредственно сказано, что семья, материнство, отцовство и именно детство находятся под охраной государства. И далее у нас имеется специальный закон о правах ребенка Республики Казахстан, который непосредственно содержит все те статьи, которые соответствуют Конвенции о правах ребенка ООН, и они уже непосредственно указывают, что у каждого ребенка в нашей стране есть право на жизнь, право на заботу, на учет его мнения, право на образование и так далее. И, конечно, очень важный момент есть в том, что как и по Конституции, и по Конвенции о правах ребенка, и по закону о правах ребенка в РК ни один ребенок в Республике Казахстан не должен подвергаться никаким формам насилия. Что сексуальное насилие над детьми – это вид насилия над детьми, при котором взрослый или старший подросток использует ребенка для сексуальной стимуляции. К формам сексуального насилия над ребенком относятся и предложение, и принуждение ребенка к сексуальным действиям, вне зависимости от результата. Если он, извиняюсь, не кончил, значит не было насилия, да, нет, независимо от результата. Непристойное обнажение, то есть показывать ребенку всякие вещи. И даже когда ребенок просто присутствует при совокуплении взрослых людей, это тоже считается сексуальным насилием над ребенком. Сексуальное насилие делится на несколько видов. Вот от правильного понимания зависит как раз-таки процесс реабилитации жертв сексуального насилия. Ну, во-первых, вы всем знаете, если это в семье происходит, да, это называется инцест. Ребенок, подвергающийся насилию в семье от близкого ему человека, конечно же, он испытывает те же чувства, что и от постороннего человека, но это, наверное, совершенно другой процесс реабилитации, даже с психологической точки зрения. Есть так называемое изнасилование, когда мужчина хочет, или там женщина, но в моей практике еще не было женщин, было больше мужчин, которые здесь и сейчас хотят удовлетворить свои сексуальные потребности. Поэтому он не начинает за своей жертвой там 10 лет ходить, 15 дней знакомиться с ней, да, и так далее и тому подобное. Он ее заманивает, жертву, и совершает, значит, половой акт. Есть факты. Это когда человек вступает в длительные отношения с тем, чтобы поддерживать на долгосрочной основе своей, значит, связь с этим человеком, да, с этим ребенком. Это уже болезнь. Это педофилизм, да, педофилия. То есть мы говорим о том, что есть педофилы, которые преднамеренно, даже не осознавая о том, что они больны, совершают эти действия. Но у нас правосудие таково, что этих людей, то есть людей, которые совершили изнасилование и совершили акт сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего, даже без проникновения, если даже он признается, значит, больным человеком, где они находятся? Все в единой, значит, так называемом исправительном учреждении. И мера наказания у всех одинаковая. И ни в коем случае мы не должны надеяться, что это исправительное учреждение изменит поведение этого человека. Надо понимать, что этот человек болен, и к нему нужно применять медицинские
медикаментозное лечение. Это должны быть отдельно какие-то, я не знаю, локальные участки, где эти люди должны находиться под присмотром не просто надзирателей в полицейской форме, а людей, которые являются профессионалами именно в системе здравоохранения, чтобы обезопасить наше общество. Но, к сожалению, этого не происходит. Да, вот у нас в конце 2019 года была усилена ответственность за сексуальное насилие в отношении детей. В частности, сейчас по статье 120 изнасилование несовершеннолетнего, который находился там в беспомощном состоянии и так далее, ответственность была усилена до 20 лет лишения свободы. То есть, по сути, это вот сейчас, допустим, педофилы, да, если они совершают сексуальное насилие, их можно при доказывании этого случая посадить в тюрьму на 20 лет. Но проблема сейчас как раз-таки в том, что получается, что у нас есть еще одна статья, 122, которая наказывает сексуальные отношения с лицом, с несовершеннолетним лицом, без применения насилия. И вот тут как раз происходит такая, знаете, такой правовой пробел, да, потому что нередко бывает так, что под давлением, допустим, суды присяжных, у нас был такой случай в Западно-Казанской области, они меняют, допустим, изначальную квалификацию преступления со статьи 120 на статью 122. И они говорят, то есть был вот реальный такой случай в Западно-Казанской области, когда были зафиксированы сексуальные отношения между взрослым мужчиной и 12-летней девочкой. И когда, значит, и следствие, прокуратура, они требовали осудить, да, обвиняемого именно по статье 120 изнасилования, часть 4, и осудить на 20 лет. Но наши, так сказать, суд присяжных, когда они там присутствовали, они опрашивали девочку, и они решили, что девочка 12 лет уже имела возможность дать свое информированное согласие, что она была согласна на секс, и они это переквалифицировали статью на статью 122, по которой предусматривается максимальное наказание, ограничение или лишение свободы на 5 лет. В итоге данному преступнику, по сути, его осудили, но дали всего лишь 2,5 года условно. Сам факт педофилии, он носит латентный характер. То есть родители не хотят выносить, да, ой, боят, там стыдно, не хотят выносить, не хотят в полицию сообщать. Потом дети очень часто не сразу сообщают, а сообщают через 3-4, через 10 дней, некоторые через месяц сообщают, когда уже биологических следов нет. И, естественно, мама или папа стоит и думает, а как докажешь, вот биологических следов-то нету? Мы говорим всегда, как только узнали о насилии, как только ребенок вам сказал, сразу заявляйте в полицию. Потому что есть, кроме биологических следов, есть еще судебно-психолого-психиатрические экспертизы, есть всякие разные факты, как можно доказать это насилие. Мы являемся свидетелями и узнаем о самом факте только тогда, когда мы, взрослые, становимся свидетелями выявленного факта. К сожалению, очень много случаев, когда насилие существует в доме несколько лет. Я знаю, в моей практике был случай, когда девочке было 6 лет, и на протяжении 6 лет она подвергалась сексуальному насилию со стороны родного отца. Большой миф, что насильником может выступать отчим. Насильниками выступают все, кто может. На самом деле это очень серьезная проблема в нашей стране. Даже вот недавно выступал министр внутренних дел Ирлан Тургумбаев, и он озвучил очень печальную статистику. Он сообщил, что как раз за прошлый год, в период пандемии, серьезно вырос уровень бытового насилия, жестокого обращения с детьми и особенно уровень сексуального насилия над детьми. Сексуальному насилию подвергаются чаще всего из практики и, наверное, из анализа официальной статистики люди, которые знакомы или мало знакомы ребенку. Ну, например, зашел сантехник, родители обедают. Что делают родители? Они приглашают сантехника сесть за стол после выполненной работы. У ребенка ассоциация. Это же дом. Сюда приходят только близкие, родные, да, или знакомые родителей. И когда они видят, что папа сидит вместе за столом с этим человеком, то, наверное, это близкий человек, которому папа же доверяет. Значит, соответственно, я могу доверять. И когда я выхожу на улицу и вижу этого человека, который меня зовет, первая реакция ребенка, конечно, он пойдет. Он же видел этого человека. Вот как раз-таки у нас неправильно построено формирование безопасного поведения. Мы все время говорим, не садись
машину к чужому человеку, не подходи к чужому человеку, не иди за чужим человеком. Но это не так. Ребенок никогда этого не сделает. И это, конечно, правильно. Мы должны учить ребенка оградить тот круг лиц, которые могут позвать и куда-то тебя повести. Вот, например, 5 человек, которых ребенок может доверять. И в других случаях ребенок что должен сделать? Он должен позвонить маме и сказать: мам, или там папа, или сестра старшая, кому он доверяет? Можно ли я пойду вот с этим человеком, который меня зовет? Второй момент. Ребенок должен четко знать, кто может его переодевать, одевать курточку, подавать ему обувь и заводить его в спальню. Это, допустим, 5 или 7 человек, может быть больше. Другие тебя не должны ни целовать, ни обнимать, ни просить ничего показывать. Кто тебя может купать? Аналогично. У нас трактовка статьи 120 изнасилования в Уголовном кодексе Республики Казахстан практически слово в слово повторяет определение изнасилования по Уголовному кодексу Казахской ССР 1959 года. То есть, представляете, уже более 60 лет прошло, а понятие изнасилования у нас вообще практически не изменилось. Вот как оно было в 1959 году принято, так же оно действует и сейчас. У нас до сих пор, чтобы доказать изнасилование, нужно доказать, что было совершено насилие в отношении потерпевшего лица, да? И получается, что очень сложно доказать факт изнасилования в таких случаях, если не было вот этих следов борьбы, если отсутствуют царапины, какие-то вот укусы, да, на теле подозреваемого. И считается, что жертва согласилась. И тут, например, вот в Великобритании, в США, там действует такое правило, что если сексуальное насилие происходит в отношении несовершеннолетних детей, то есть когда ребенку не исполнился, когда ребенок не достиг возраста сексуального согласия, там 16 лет, или 15, или 18 лет, в зависимости от страны, то любое такое сексуальное отношение считается изнасилованием автоматически. У нас в Казахстане, к сожалению, такого правила нет. У нас есть понятие возраста сексуального согласия, согласно Уголовному кодексу это 16 лет, но у нас это считается просто вступление в половые сношения с несовершеннолетним. Как я говорила, это максимум наказания 5 лет ограничения свободы или лишения свободы. Да? А уже, например, в странах, допустим, США, Великобритании, это уже считается изнасилованием. То есть не надо у ребенка спрашивать, а было ли согласие или не было согласия. Нужно презюмировать, что любое такое половое сношение, оно происходит без согласия ребенка. И когда я считаю, что именно в этой части нам очень важно изменить наше законодательство, и когда у нас будут внесены такие изменения, то это уже усилит ответственность для педофилов. То есть педофилы будут понимать, что они никогда не смогут доказать, что якобы ребенок в 12 лет, в 10 лет был согласен, да, или ребенок сам там хотел секса, да, и говорит и другие такие вещи. А пока у нас такого законодательства нет, да, будет считаться так, что если ребенок активно не сопротивлялся, это все было, так сказать, по обоюдному согласию, мы просто привлекаем по статье 122 вместо статьи 120 изнасилования. Менің тәжірибемде әрине болды зорлық зомбылыққа ұшыраған, бірақ ол зорлық зомбылыққа мен ұшырадым деп келген жоқ. Ол қыз бала, 21 жастағы қыз бала, ол өзіне сенімсізбін, өзім жақсы жігітім бар, жігіттермен қарым қатынаста үрей қорқынышым бар, мен құрбылармен тіл табыса алмаймын, үлкен өзгерістерге ұшырап жатырмын деген сұраныстармен, яғни запростармен келді. Бірақ сол бойжеткенмен терең жұмыс істей отыра, біз көп жағдайда детско-родительское отношение деген бар. Біз тереңірек балалық шағына үңілген уақытта ол қыздың 5 жаста жаңағы жыныстық зорлық зомбылыққа ұшырағаны белгілі болды. Бірақ ол қыз осы уақытқа дейін, яғни 21 жасқа дейін бұны ешкімге, бір адамға, яғни анасына, өзінің әпкесіне, ешкімге де айтпаған. Я захватил пару рисунков. Вот это ребенок, который подвергся насилию. Вот он рисует такие рисунки. Я вам оставлю, потом посмотрите внимательно.
очень страшные рисунки. Вот один рисунок. Вот здесь практически ребенок нарисовал, что с ним делает. Вот такие рисунки ребенок рисует. Естественно, мать, посмотрев эти рисунки, она обратилась к нам. Мы эти рисунки показали психологу, детскому психологу. Она говорит: вы что? Говорит, она пережила страшное насилие. Она сейчас на грани сумасшествия и суицида. Надо срочно помогать. Когда начали выяснять, оказалось, это отчим ее насиловал, падчерицу. А девочке, которая рисует, ей 13 лет. Анасына айтатын болса, яғни ол қыз ғана емес, көп жағдайда, әсіресе біздің осы өзіміздің осы ұлттық ерекшеліктерімізде бізде ұят болады, айтуға болмайды деген нәрселер болады. Содан кейін бұл жерде қыз бала анасына сенімсіздік болмағаннан кейін ол айта алмады, иә. Онымен анасына сенімділік деңгейіндегі әңгіме болмаған. Яғни сезімдік деңгейдегі әңгіме болмаған. Сондықтан да ол айтпаған. Ал егер көп жағдайда айтпайды, неге? Айтқан уақытта ата-аналар қатты ұрсады. Сен қайда жүрдің? Оңбаған қыз, неге үйде отырмадың? Неге сен танымайтын адамдармен кете бересің? Деген сияқты осындай бір ауыр сөздер айтады. Сондықтан осындай ауыр сөздер айтқаннан кейін екінші рет бала ол анасына бұндай жағдайларды айта алмайды. Права детей в Казахстане определяются очень сложным алгоритмом вообще. Я считаю, что в Казахстане права детей нарушаются везде, сплошь и рядом. У нас есть закон о правах ребенка, там все прописано, в принципе. И жилье, жилищные условия, и отношения родителей, и отношения школьных учителей, и вообще взрослого мира к детям. У нас как рассуждают? Это мой ребенок, что хочу с ним, то и делаю. Но на самом деле ребенок — это индивидуум, он не принадлежит этим родителям, он не принадлежит государству, он не принадлежит каким-то социальным этим общественным организациям, да, или там не принадлежит религии, там, мечети или там, церкви. Ребенок индивидуум сам должен расти, сам должен выбирать себе вид. В первую очередь надо поговорить с ребенком. Надо снять с него чувство вины, потому что любой насильник, он в первую очередь, это независимо от того, что ребенок или женщина или еще кто-то, любой насильник в первую очередь вешает на жертву, на свою жертву вешает чувство вины. Особенно взрослые, когда насилуют детей, они говорят: ну ты же сама виновата, ты пошла там, ходишь передо мной здесь в трусиках, да, там 8-летняя девочка ходит там, ты маме не говори, а то я там что-нибудь сделаю, там, ну, ты, все равно тебе скажут, что ты виновата. В первую очередь надо снять с ребенка чувство вины, надо сказать: это не твоя вина, это вина того человека, который с тобой это совершил. Обязательно надо обратиться в полицию. Это обязательно надо сразу зафиксировать этот факт. Обязательно надо обратиться к врачам. Не только к гинекологу, но и к кожвен-диспансер тоже надо обратиться. Потому что эти педофилы или которые насильники, они неразборчивы в половых связях, и они могут заразить ребенка венерическим заболеванием. И обязательно надо пойти к психологам, чтобы психолог, детский психолог с ними поработал. Я считаю, что сейчас очень важно именно усилить профилактику таких преступлений. Государственные органы, полиция, органы образования, здравоохранения, органы информации, общественного развития, они должны работать на то, чтобы, во-первых, просвещать население активно о том, что нельзя совершать никакой формы насилия в отношении детей, ни физического, ни психологического, ни сексуального тем более. А во-вторых, нужно более активно работать на выявление таких видов преступлений. Да? То есть элементарно, если есть... То есть обращать внимание, да, что, возможно, поведение ребенка изменилось, да, то есть что могут сделать учителя. Вот я даже вам приведу практику, которая применяется, например, в Великобритании, да, как там борются с насилием. Почему об этом говорю? Потому что я сама проходила стажировку в британской начальной школе, да, и вот проводила исследования по этой теме. Допустим, все учителя, они проходят обязательное обучение по выявлению случаев насилия в отношении своих учеников. И можно сразу догадаться,
испугаться и увидеть, да, что что-то с ребенком не так. Почему? Потому что ребенок, допустим, всегда вел себя как обычно, а вдруг он стал очень замкнутый. Или наоборот, он стал более агрессивный. Да? То есть внезапное изменение в поведении, оно уже должно служить тем звоночком, что нужно обратить внимание и нужно поговорить с этим ребенком. Потому что ребенок, он не знает, к кому обратиться. Особенно, когда дома он видит, что живет вместе с агрессором, да, или он, может быть, уже сговорил своей маме или другим родственникам, они ему не верят. Тут очень важно, чтобы именно учителя могли оказать вот эту поддержку, чтобы они, если увидели, могли вовремя его направить к школьному психологу. Сейчас в данный момент как происходит? Чтобы ребенка допросить, следователь вызывает педагога, психолога, представитель потерпевший, это отец или мать, да, сидит. Потом при этих всех людях адвокат сидит обязательно, потому что ребенка без адвоката допрашивать нельзя. При этих всех людях сидит и спрашивает, что этот дядя с тобой делал? Он там меня раздел, вот, мы постоянно присутствуем там. Он тебя раздел, он тебе ввел туда орган. Ребенок сидит, вот 6-летняя девочка у нас прям яркий пример, говорит, а я не понимаю, что. Говорит, что это такое, что вы говорите? Она не понимает просто. Мы предлагаем ввести сюда, во-первых, сделать это за закрытой какой-то затемненной там стеклом, да, как вот показываешь зарубежной полиции там за зеркалом. Чтобы сидел и педагог-психолог, который имел бы специализацию именно брать информацию у детей детским языком, потому что дети, они говорят своим языком, у них свои понимания, они не все понимают, то, что взрослые понимают. Чтобы она сидела за каким-то стеклом и брала информацию ребенка именно детским языком. Что-то там как-то там было там, или еще что-нибудь, тогда она более полно раскроется. Когда ребенок будет сидеть один на один с психологом, или когда ребенок сидит и вокруг вот так в комнате и толпа взрослых людей, которые смотрят на нее, еще стоит камера, потому что все это обязательно фиксируется на камеру. И ребенок, конечно, он теряется, он боится. Он боится, что он скажет не так, или что его завтра будут ругать за то, что он что-то не так сказал. И неполноценная информация получается. Опять же, у нас большая проблема в том, что даже некоторые следователи, которые ведут дела по сексуальному насилию в отношении детей, они не всегда компетентны, и они не всегда знают, как правильно вообще проводить допросы, как правильно общаться с этим ребенком. Какие вот есть, например, проблемы? Проблема бывает в том, что, допустим, сообщили родители, допустим, сначала у родителей шок, да, то есть они, допустим, им ребенок доверился, рассказал о случае насилия. Потом, допустим, родители подают заявление в полицию, но в полиции у нас, к сожалению, есть практика, когда об одном и том же травмирующем событии, о сексуальном насилии, ребенка допрашивают по 10-20 раз. То есть разные там следователи, разные специалисты допрашивают. Это абсолютно неправильно. А правильно это то, что если сообщил ребенок о таком случае, о таком ужасном происшествии, следователи должны только один раз взять показания у ребенка и взять эти показания с аудио и видеофиксацией. То есть должна быть видеозапись, аудиозапись именно того, как ребенок рассказывает, что с ним произошло. И уже больше не спрашивать ребенка о том, что произошло. Мысалы 4 жасқа дейін 5 жасқа дейін оларға ақпарат беріп үйрету керек. Бұл мысалы адамның органы, ол кез келген адамның өзіне ғана тиесілі, оны басқа адамдар көруге құқылы емес. Ол жаман, қорқынышты, шошытады деген сияқты үрей қорқыныш тудырмау керек. Оған өте қалыпты обстановкада, ситуацияда бұл басқа адамның керекті мүшесі, мысалы көз сияқты, құлақ сияқты, бірақ оны екінші бір адам қарауға, көруге ешқандай да құқығы жоқ. Сондықтан да ондай жағдайларда сен міндетті түрде көрмеуің керек, қарамауың керек. Болмаса анаңа келіп жүгіріп келіп айтуың керек деген сияқтыны айту керек. Анасы міндетті түрде баласының көмекшісі болу керек, баласын жақсы түсініп, баласын өзінің құшағына алып, иә, мен сені жақсы түсінемін,
олармен біз қазір сөйлесемін, барамын, ол қандай, сен қазір қандай сезініп тұрсың, қандайсың, ол қорқынып тұрсың ба деген сияқты өзіне жылы жақын тартып баласымен сөйлесу керек. Ал егер оңбаған, сен қайда жүрсің, жоғал, көзіме көрінбе, маған айтпа, әкең келсе өлтіреді дейтін болса, онда балаға ол көмек болып есептелмейді. Онда балада сенімсіздік тудырады. Баланың ең жақын адамы анасы мен әкесі, өзінің отбасы болып, ол өзінің сондай қиын сезімін жүгіріп келіп айтқанда, оны қолдай алмаған ана, яғни бұл жерде балада не пайда болады болашақта? Анасына, отбасына, ең жақын адамдарына, тіпті осы қоғамда қоршаған ортадағы ешқандай адамдарға сенбейтін болады. Онда сенімсіздік пайда болады, өзін-өзі бағалау деңгейі өте төмен болады. Одан кейін обида болады, реніш болады. Я думаю, что надо здесь комплекс мер вводить. Тоже вот сейчас мы закон о семейном бытовом насилии, мы участвовали в рабочей группе, наш общественный фонд. Мы именно рассматривали закон о семейном бытовом насилии как комплекс мер к ужесточению сексуальном насилии. Потому что это научно доказано, это даже не нами доказано, это весь мир, любого психолога в Казахстане спросите, что из бытового насилия вырастает сексуальное насилие. Пускай я бью ребенка, но я его не насилую, но ребенок в протестном настроении пойдет и изнасилует другого ребенка. У нас сейчас уже участились факты, когда дети насилуют детей. И у нас самый молодой насильник, который насиловал, ему 11 лет. Он 8-летнего мальчика там, не знаю, как он пытался, в общем, что-то, 11 лет ему было. А самый старый насильник у нас 70 лет, который привлекли к ответственности. В то же время жертвы, там и девочки, и мальчики, от 2,5 лет до бабушки 72 года. Жертвы насилия. То есть у нас вот такой разброс идет. То есть не обязательно он будет педофилом, но он однозначно будет дальше, ребенок, которого ты сегодня избиваешь, он однозначно завтра будет проповедовать насилие. Потому что его научил этому ты, как родитель. У меня есть большая мечта, что в наших образовательных школах начнут преподаваться уроки по правам человека, начиная с самого раннего возраста детей. Я считаю, что если мы хотим жить действительно в демократическом, правовом государстве, что заложено в нашей Конституции, мы должны обучать наших детей с раннего возраста, что означает правовое государство, какие у детей, у каждого человека есть права, какие есть обязанности. И если мы не будем знать своих прав, и наши дети не будут знать своих прав, то мы никогда не будем жить в настоящем таком истинном демократическом правовом государстве. К сожалению, пока министр образования не поддерживает идею о введении уроков по правам человека в школьную программу, потому что до сих пор у нас, у многих родителей, есть такое понимание, что нужно давать больше знаний о математике, больше знаний о языках, об истории, А в итоге, когда мы не преподаем и не говорим вообще о правах человека с нашими детьми, дети становятся заложниками вот этой бесправной ситуации. Они боятся кому-либо сообщить, сами борются со своими страхами, а в итоге некоторые из них совершают суицид. Вот именно суицид у нас происходит не просто так, ни один человек просто так себя не захочет убить. А очень часто суицид совершают дети, которые подверглись насилию, которые подверглись изнасилованию, которые подвергаются жестокому обращению, буллингу, травле. И вот на это нужно обратить внимание. Насилие вызывает насилие. Безнаказанность вызывает новое насилие. Вот это вот поучительнейшее, просто самое поучительнейшее, то, что мы выносим. И мы везде говорим: стоп насилию, нет насилия, никакого насилия не должно быть.